Зимовка у фермера майского наслега Игоря Петрова проходит без больших трудностей. В этом году кормов достаточно, надой молока тоже хороший. Подробности далее. Семья Петровых начала работу в сельском хозяйстве в 2019 году. По программе «Агростартап» они построили скотопомещение на 50 голов. И на сегодня хозяйство расширилось до 90 голов скота. Отел у Петровых начинается с начала декабря, поэтому они сдают молоко круглый год. У меня вообще политика работы такая, что молоко нужно сдавать круглый год, чтобы не было вот этих финансовых каких-то обвалов, кассового разрыва. В принципе, у нас получается, потому что у нас есть свои быки-производители. По первой же случке корова осеменяется быками, соответственно, она это приносит потомство рано. Но есть вот молодые коровы, телки, которые, допустим, до июня месяца тянутся, отел. Это тоже хорошо, потому что мы их, считай, где-то до апреля спокойно можем доить. То есть у нас всегда молоко, у нас всегда есть средства, молочные, имею в виду, поэтому это очень хорошо. В прошлом году фермер приобрел станок для дробления зерна. По словам Игоря Петровича, рентабельность дробилки очень высокая. За пару недель она окупила свою цену. На 3 фракции можно дробить. В принципе, это я на самой крупной дроблю, и меня устраивает. Если такое зерно коровам, телятам давать, они это не усваивается, не перерабатывается полностью, не перерабатывается. А если дробленое, то и поедаемость хорошая, и хорошо это усваивается организмом. Плюс я добавляю соль. В дальнейшем Петровы планируют участвовать в семейном гранте Министерства сельского хозяйства и расширить свое хозяйство. Мне нужно оценить свои возможности и попробовать поучаствовать в этом гранте. Да, я хочу скотопомещение большое, более-менее благоустроенное, механизированное. Так у нас век 21, поэтому все должно быть. Такого вот ручного труда должно быть меньше, тогда эффект будет больше. Помимо этого, фермер хочет заняться агротуризмом в своем соевычном хозяйстве, где все желающие смогут не только отдохнуть, но и попрактиковать свои физические силы в сфере сельского хозяйства. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, НВК Саха, Амга.